Добрый день, шановне господарство, добрый день, шановні сябри. 5 подій от Вячеслава Сивчика і я, Вячеслав Сивчик. Ми сьогодні будемо казати про тиждень з 27 липня по 2 жнивня 2026 года. Я пропоную наступні 5 подій. Перше, 27 липня, День незалежності Білорусі. 30 липня, массовый прорыв беженцев с Марокко в африканский анклав Гешпании, город Сеуту. 1 жнивня, теракт в центре Москвы. 4-1 жнивня, день памяти 11 новоградских покутниц, монашек ордену сестров Святой Семьи из Назарету. И 5 именные даты в белорусском национальном календаре. Натурально, на тижні самая головная дата для белорусов – это День незалежности. Той День незалежности, який незаконно заборонил злочинный режим Александра Лукашенко своим другим нелегитимным референдумом 1996 года. Я ще раз хочу нагадать, особливо тим, хто не удзельнічав в подіях 96 года, что подчас этого другого референдума лукашенковская банда была схоплена за руки, и они его просто сфальсификовали. Ирмошина, это был дебют этой женщины, якая незаконно кіравала тоді Центральной выборчей комиссии, заменивши собой опошнего легитимного старшиню ЦВК Виктора Гончара. Так ось, Ирмошина подписала документы, які робилися на подставе того, як белорусы голосовали в липне 1994 года на президентских выборах. И тогда массово люди вертались с вёсок, вертались с летишев поздно вечером и голосовали массово опошние 2 годины. А вот в листопаде 1996 года, когда отбывался другой незаконный референдум бандита Александра Лукашенко, было темно, никто не ходил на эти участки, а лишь все равно система выборчих комиссий написала, что пришел 1 миллион человек. По участкам вельми шмат было фальсификаций. Тому не только выники того референдума никчемные, які заклали антиконституционный, практично это был антиконституционный переворот, зроблений Лукашенком. Так вот, не только юридичные выники этого референдума никчемные, они насквозь сфальсификовані. Тому ніяких підстав лічить, що у нас сьогодні є інший День незалежності, окромя 27 липня, нема. Хотел бы нагадать, что белорусская нация мает вельми шмат датов в борьбе за свою властную державность. Это и обновление нашей державности в другим стагодзе, 3-я статутная грамота Белорусской Народной Республики, 25 соковика, это день, для меня, например, наивеликшее свято, и не только для меня, это день воли, это день Белорусской Народной Республики, это день акта 25 соковика. Так само вельми важная дата 25 жнивня, коли юридично была досягнута незалежность Беларуси, и она была обновлена уже в наш наиновший час. Ну и хотел бы нагадать, что кроме всего іншого, есть еще одна дата, про яку все забылися. Это 10 снежня 1991 года. Тады менавіта были ратификация отбылася Беловежских погодненняў Верховным Советом Беларуси 13-го скликания, и Беларусь стала незалежной краиной и де-факто, и де-юре. Між іншим, только Украина и Беларусь 10-го ратификовали Беловежские погоднения. Все іншие, в том лику и Россия, их ратификуют позднее. Тому не забываем, белорусы, про наше свято, не отдаем его лукашистам. И ще раз я віншую вас тим святом, якое вже відбулося. І віримо, що колись белорусы отримають право вибирати владу, и тоді розбереться белорусский народ со всеми державными святами, які йому необходны. Колись так будуть. Со святом, сябри. Свой до своего по своє. Шановні сябри, потримайте, коли ласка, YouTube канал Вячеслава Сивчика.
мой YouTube-канал. Калі ласка, распаўсюджвайце інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Калі ласка, каментуйте, калі ласка, задавайте пытанні. І хто можа аказаць фінансавую дапамогу, гэта можна зрабіць па першай спасылцы пад гэтай відео. Свой да свайго па свае. 30 ліпеня черговый кризис с мигрантами в межах Европейского звязу. Гэта звязано с тым, что Гешпания мае два города анклава в Африце, в Марокко. И вот в один из этих городов, Сеуту, массово хлынули мигранты с Марокко. В чацвер дастаткова невялікі гэты городок прорвалася от 50 до 60 тысяч беженцев. Справа в тым, что насамрэч все равно ідзе контроль тех, кто въезжает в Гешпанию с Сеуты. Вот, тому яны просто были в городе, натурально город невеликий. Пачался сразу кризис в самой европейской супольности. Некалькі краінаў, в тым ліку Італія, яны прыпынілі в адносінах да Гешпаніі шенгенское пагадненне. Франция пачала стягивать войски на межу с Гешпанией. И сам гешпанский урад вельмі оперативно отреагировал. Премьер-министр Гешпании в пятницу уже был в Сеуте. Вот, подтягнули силовые структуры, и в вынику кажется, что большая часть мигрантов уже на выходных вернулась в Марокко. Чему это отбылось? Все не просто. Гешпания готова легализовать зараз 500 000 нелегальных мигрантов. Вот, было решение Верховного суда Гешпании, что не имеют права отправлять с лагеров тех, кто нелегально прорвался праз море. И хтось провел вельмі добрую кампанию в Марокко, как вот такой массовый прорыв отбывался на территорию Гешпании. Бо натурально, что шмат хто в Африце вельмі хоче жить в европейских краинах. Это зразумело. Наколькі гэта все связано с теми гибридными войнами, которые веде империя зла Москва, я не ведаю, але хотел бы нагадать, что калі была Меркель, то яна была ближайшим союзником Владимира Путина. Это впершыню, калі массово праз Турцию миллионы мигрантов трапили в краины Европы, и сама Меркель казала, что любую колькость мы адаптуем до европейских умов. Оказалось, что это зусім не так. Все больше и больше протестов в разных краинах Европы, потому что мигранты с Африки, мигранты с Азии, они приносят с собой свои, не только свое ставление до життя, але ж там вельмі шмат мусульманов, які не характерны были ранее для Европы, вельмі шмат терактов, конфликтов и так далее. До того же все это отбывается на фоне того, что вымирают просто европейские краины. Все меньше и меньше нараджается детей у европейцев. Это связано с той политикой, которая проводится за последние 30 годов, а не с нечым иншим, кто бы что мне не казал. Ну и натурально вы все ведаете, что гибридная война Москвой ведется и праз незаконный режим Александра Лукашенко, и праз межу с Еврозвязом, с краинами Балтии, Литвой, Латвии и Польши уже шмат годов накіровуються агульними высылками Москвы и Лукашенко великая колькость мигрантов, часть яких все-таки прорывается на территории Еврозвяза. Вот это нечеканный абсолютно поворот, и он показывает как раз то, что проблемы, связанные с прорывами в Европу из краин Африки, Азии, с Латинской Америки, они будут постоянно. И они выкликаны не только объективными факторами, каких я казал, а лишь просто с той политикой необольшевизма, які проводятся шмат якими урадами на Заходе. Хотел бы нагадать,
что вот это решение, які спровоковали массовый прорыв марокканцев в африканский анклав Гешпании, был спровокован якраз урадом, як називають леволіберальним, який керує зараз Гешпанією. Далей будзе горш. Наогул справам зараз все вельмі кепска, і гэта адчуваюць і беларусы, які з'яўляюцца еўрапейцамі, але ж вымушаны пакінуць сваю бацькаўшчыну, бо в Беларусі рэпрэсіі, тэрор лукашэнкаўскай банды супраць беларусаў. І, конечно, вельмі цяжка было назіраць на працягу десяткаў гадоў, пачынаючы з канца 90-х, што да беларусаў стаўленне было значна горшы в еўрапейскіх краінах, чым да бежанцаў з Афрыкі, Азіі, Лацінскай Амерыкі, тому што беларусы еўрапейцы. Ну а зараз Европа вымірае, і вось такія надзвычайныя падзеі, як адбыліся на марокканской гешпанской межи, будут отбываться все частей и частей. Дальше оказалось, что Италия там выходит из шенгенской зоны, но пригрозила на момент вот этого кризиса. Але ж Италия так само мает вельмі великие проблемы, потому что достатково шмат мигрантов трапляет на лодках менавіта в Италию. Там так само есть своя специфика. И покуль белое не будут называть белым, а черное называть черным, то это будет вести себя бесконца. Конечно, выйсці з гэтай ситуации ёсць. Вось, але ж замест гэтага мы бачым тое, што бачым. І вельмі шкада, што людзі гінуць. Колькі загінула людзей пры прарыве гэтай межы, дакладна невядома. В СМИ розныя лічбы, але ж можна казаць аб тым, што недзе каля 100 чалавек загінула, а большасць тых, хто прорываўся на тэрыторыю Гешпанії, в гэты раз былі наогул непаўнагадовыя. Вельмі маладыя людзі імкнуліся уратавацца з Афрыкі і жыць в Европе. Вось такая рэальнасць была на самых паўночным аканечнасці Афрыкі на мінулым тыдні. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, кто ожидает набыть кветки, прошу наведать краму по продажу кветок, якая по адресу Кабельская, 6, район Ронда, Ветрачна. Там самые лепшие букеты Варшавы. Замовляйте, купляйте, свой до своего по свое. В субботу 1 жніўня адбыўся выбух каля престижного ресторана в самом центре Москвы. Загинуло от 3 до 5 человек по официальных информации. Подкреслили спочатку, что загинули в принципе выпадковые люди. Курьер, якая доставила саморобную бомбу, аховник, который ее спыніў, и хтось яшчэ. Натурально это теракт. І натуральна, што гэта ўжо такая звычайная рэч, бо ўжо в гэтым месяцы будет 4,5 гады, як Путін злачынна напал на Украину и пачалася широкомасштабная тотальная война. И там натурально уже все международные погоднения, право, все пошло по боку. В этом ресторане, хутчэй за все, 55 годов святкавал один з путінскіх генералаў по прозвищу Чайка, які якраз кіраваў расійскімі войскамі ў 22 годзе, калі яны прорываліся до Киева. То есть, які несе адказнасць за злачынства расійскіх акупантаў в Бучы і в іншых месцах, якія былі тады часова акупаваны войскамі Расійскай Федерацыі. Самое цікавое, что деталевой информации нема, але ж никто не здивленный, потому что я хотел бы нагадать, что в Германии судят, будут судить украинцев, які подозревают в тем, что они подорвали Паўночны поток, знакомитый газопровод. Я думаю, что если бы не было этих газопроводов, Паўночны поток и Паўночны поток 2, то и той войны, которую вы бачите, российско-украинской,
в гэты период еще бы не было, она была просто бы откладена. И, может быть, тогда у Украины были бы значно лепшие позиции. Але ж немцы побудовали гэты поток, и теперь будут судить тех, кто гэты газопровод подорвал. Шмат таких вот рэчаў адбываецца в свете розных. Ладно, немцы, тут же еще и сама влада Украины, достаточно просто поглядеть видео по працы ТЦК, як яны набирают людей на войну, что яны при гэтым робяць, колькі при гэтым розных выпадкаў, калі людзі гінуць і калечаць іх падчас гэтага працэса. Можна прыгадаць і дзіўныя словы Владимира Зеленского, які он сказал на мінулым тыдні, ацаніўшы, что российское войско сгубило 700 тысяч человек, назвавши украинское войско, что сгубило спочатку вот, 24 лютого 22 года 50 тысяч человек. И я уже читаю в прессе, нагадываем, что вот по дадзенных вот такая лічба. Ну, конечно, это не лічба. Навошта на таким уровне называются такие лічбы, я не ведаю. Але ж свет зараз вельмі и вельмі сапраўды хворы на беззаконие, и теракты могут отбываться в любом месте с добрыми и кепскими пожиданиями. И ахвярами этих терактов могут быть абсолютно люди, якія ніяк не завязаны в войну и в іншыя рэчы. На гэтым тыдні, например, Литва выкликала поверенного России в своей краине для того, чтобы выказать свой протест, бо была обстреляна их амбассада в Киеве. Это не первая европейская краина, якія робят такие протесты, а лишь толку от этого, потому что на протягу всего этого тыдня наносились массовые удары по Киеву, по Одессе, по іншых городах Украины, шмат вельмі ахвяраў паміж мирного насельніцтва. Кажут, что вельмі паспяхова Украина б'е и по России, там так само разбурение, где дали дадзеныя, что быццам траціну уже могутности нафтаперапрацоўкі знішчана таким чынам, але ж так само ахвяры міжмірного насельніцтва. И вот гэты махавік раскручивается и будет ісці далей. Бо не осуджены злочинца Путин, и зараз я нават не бачу механизма, якого могут осудить, потому что посыпался Международный криминальный суд в Гаазе. Там была справа прокурора Хана, зусім недавно его отстранили от справ. Вось, и тому юрисдикция этого суда все больше и больше выкликает пытанию в свете. Так что покуль людей будут забивать. И чем закончится вот эта история с терактом в ресторане элитным, я не ведаю, якую информацию мы про это отрымаем, так само я не знаю. Таки сегодня кровавый глобальный свет. Свой до своего по своє. Шановні белорусы Варшавы, запрошаю вас на святочное посещение Руха Солидарности Разом в Варшаве, присвяченное 116-й годовине с дня народжения Ларисы Гениуш. И она отбудется о 13-й године 8 жнивня. Тыльная частка костела Святого Александра на пляцы Трох Крыжоў, в дольную частку уваход и адразу направо, где есть фундация Дар лёса. Запрашаю о 13 године 8 жнивня в субботу. Свой до своего по свое. 1 жнивня день памяти 11 новоградских покутниц, монашек ордену сёстраў Святой Сям'і з Назарету, якія былі забітыя нацысцкімі акупантамі в 43-м годзе. Я специально гэтую падзею выделил с агульных датаў, про которые я кажу. Это связано с тем, что вот гэтая ГБшная банда, якая незаконно захопила ўладу в Беларусі, яна мае, натуральна, камуністычны генезіс, вось, але шмат якія элементы
нацистского режима там так само проглядаются. И вот что огульное было, это то, что мы змагались с Богом, змагались с религией, с церквами. Это характерно было и для коммунистов, это характерно было и для нацистов. И вот сегодня, когда просто повсюду знешают национализм, на место его створяют штучно правоэкстремистские разные формування, які так само абсолютно безбожні, здольні віри там неким богам, Одину, кому завгодно, так, але ж аби не було християнства. Нельзя забывать про той подвиг, який здійснили в 43-м году монашки в Беларуси. Мусили нацисты, немцы расстрелять 120 человек. Для того, как их уратовать, тем лику ксенза, гэтые монашки пропоновали себя гестапо замест тых людей, яких немцы пожадали по своих планах расстрелять. И их протрымали ночь в гестапо Новогрудку, и под Новоградком 1 жнивня 43 года расстреляли. Все 120 человек вот, были уратованы, и они выжили, и после войны жили. Вот. И я просто хотел бы выконать тут такой свой обовязок, просто огласить имена гэтых покутниц, гэтых уже признаным римским католическим костелом сестров Святой Семьи из Назарету. Аделя Мардасевич, сестра Мария Стелла, 55 годов, с Пиншами. Ядвика Жак, сестра Мария Эмельда, 51 год, со Свенцима. Ганна Кукалович, сестра Мария Раймунда, 51 год, с Веленчины. Элеонора Юзвик, сестра Мария Даниэла, 48 годов, с Подляша. Юзефа Хробот, сестра Мария Канута, 47 годов, с околиц Вялюня. Сестра Юлия Рапей, сестра Мария Сергий, 43 года, с околиц Гродно. Елена Церка, сестра Мария Гвидона, 43 года, с Познани. Паулина Боровик, сестра Мария Фелицита, 37 годов, с Подляша. Леокадия Матушевская, сестра Мария Гелиодора, 37 годов, с Поморья. Евгения Мацкевич, сестра Мария Канизия, 39 годов, с Сувалков. Вероника Нормантович, сестра Мария Барамея, 27 годов, с околиц Гродно. Вечная память и великий дякую за той подвиг, який був здійснений в вельми страшний час для Білорусі. Свой до своего по своє. Шановні сябри, коли ласка, хто може, підтримайте мой YouTube канал, это можна зробити по першій спосилці під этим відео. Будьмо разом, свой до своего по своє. 27 липня 130 годов з дня народження Зепа Города. Это відомий мастак, белорусский, який дзейнічаў в Заходней Беларусі. Період міжваеннай Рэчы Паспалітай, які загінуў на пачатку Другой светной войны. Есть розныя версіі, магчыма, што загінуў ад бомбардзіроўкі в Варшаве. 29 липня 118 годов з дня нараджэння Юркі Лявоннага, Леонида Юркевича. Гэта один з тых паэтаў, які был знішчаны камуністычнымі рэпрэсіямі. Не так шмат ён паспеў напісаць вершаў, прозы. Вось, бо не дожил нават до 30 годов, его земный шлях закончился 29 кастрычніка 1937 года. Белорусскую литературу знішалі камуністычныя рэпрэсіі. 31 липня 115 годов з дня нараджэння Мінского Склубовского. Ну, гэта таксама вядомы дзеяч беларускага адраджэння, который дзейнічаў в Заходней Беларусі на Беласточне, які пражыў дастаткова доўгае жыццё. Жыццё на 91 год пражыў. Жыццё было досыць складанае. Апошнія гады, уже пасляваенныя, он дзейнічаў на Беласточне, где его вельмі добра памятаюць. 1 жніўня 37 годов з дня нараджэння Романа Бондаренкі.
забиты лукашенковскими карниками. На великий жаль, кто забил Романа Бондаренко, мы ведаем, але ж ближайший час натурально никто этих злочинцев не осудит. Было бы Роману 37 годов. Его забили, потому что в 2020 году был проведен черговый апошний фарс, и Лукашенко синими пальцами зачепился до влады. 2 жнивня день памяти Михаила Воловича. Это наш национальный герой. Я завсёды с великим задовольнением приезжал на акции, которые проводились под Слонимом, когда меня запрошали. Повстанец 1830-31 года, який уехал во Францию, а лишь вернулся для того, чтобы рихтовать уже селянское повстание. Який по загаду Муравьева, вешальника, во взросте Костуся Калиновского его повесили в Гродно, и мать уратовала тело, выкупила, просто дала хабар, потому что нам вот и тело после того, как забили оккупанты, хотели знищить. Мы памятаем про Михаила Воловича. Мы памятаем, что он пошел в небесную Беларусь во взросте Костуся Калиновского. 2 жнивня день памяти Сергея Скандракова. Это так само достатково відомий діяч білоруського одродження, який комуністичними репресіями был вытеснен из Белоруссию и помер далеко от Беларуси, реабилитован уже был после того, як он помер. 1 жнивня день памяти Осипа Близнюка. Это белорусский патриот, якого кинули в ГУЛАГ на 25 годов, и он был в антикоммунистичных молодежных структурах. Его группой кировал наш национальный герой Ростислав Лапицкий. Здолел вернуться на Беларусь, где и помер в 94 году Осип Близнюк. Мы памятаем про патриотов, які змагались с оккупантами в тяжкие часы. 31 липня день памяти Алексея Филипченки. В 98 году он помер в шпиталі. Это знаковая подея для всей Беларуси. Алексей Филипченко, он был вельмі відомым старшим следчим, после стал адвокатом, правооборонцем. И как раз в конце 90-х годов лукашенковская банда верталась до советской практики отсутности адвокатуры как таковой. Сам Филипченко не мог оборонить свою клиентку, которой незаконно просто отобрали двухпокоевую квартиру. И пригрозил спочатку спалением, после его здійснив и уже в шпитале помер 31 липня 98 года. И вот это прозвище Филипченко повинны ведать все белорусы, бо у нас нема в Беларусі незалежной адвокатуры. И это абсолютно страшно. Як тое, что человек мусил зрабіць суицид, когда он змагался с лукашенковской бандой. 29 липня день памяти Юзепа Юхо. Я ведал этого выбитного белорусского навуковца, юриста, пачынальніка практично нашей науковой школы державного права, сапраўднага белорусского патриота, які прожил вельмі доўгае и плённое жыццё и помер уже в Менску в 2004 году на 84 году своего життя. 28 липня день памяти Олеся Горуна, Александра Прушинского. Один из самых моих улюбленных діячоў белорусского одроджения, початку 20-го стагоддзя, революционер, поэт, был осужденный, прошел праз турму, праз ссылку, его надолго сослали, что 10 годов он прожил в Сибири. Там он цалком подорвал свое здоровье, великую роль отыгрывал на всебелорусском съезде першым, и он был сустаршыняга этого съезда, як каторжанин. Але ж у его были сухоты, так по-белоруску гучыць насамрэч туберкулез, бо подорвали здоровье, и он в Кракове как раз помер в 20-м году, в той час, когда он вельмі патрэбны был в Беларуси. Вельмі добрые верши от его засталіся так само, на великий жаль только частка.
28 липня, День памяти Льва Горошки. Это выбитнейший наш громадский релігійний діяч, архімандрит греко-католицької церкви, який в тяжкий час протягнув діяльність греко-католицької церкви на еміграції в 20 стагоддзі. 28 липня, День памяти Левона Лускевича. Это один з двух сынов відомішого білоруського діяча Антона Луцевича, одного з батьков-заснувальників Рады Белорусской Народной Республики. Тому и его сыны были националистами, они закончили Виленскую гимназию. Батьку коммунисты расстреляли. Батьку коммунисты забрали репрессиями, коли Советы оккуповали Заходнюю Беларусь в 1939 году. А сыновья трапили в ГУЛАГ уже после войны. Здолел Левон Лускевич это все вытрымать, вернуться в родную Вильню, где уже в наш час обновлял белорусское житье в Вильне и на Виленщине в Литве. Вечная память. И 27 липня, День памяти Серафима Татарина. Вельми цікаве життя прожив этот белорус. И он был боротьбитом за белорусскую мову, педагогом, активистом Товариства белорусской мовы в Заходней Беларуси. За это переследовался, ведал и турму польскую, ведал и 14 месяцев его тримали в Картуз-Березском лагере. И он покинул про это вспомины, такого жудасные. И после трапилось под коммунистичные репрессии, как вся его семья. Воевал с нацистами, здольный был вернуться в Беларусь, и выкладал в школе, учил людей, белорусских деток, любови до родного края, до белорусской мовы. Был до конца своего життя белорусским патриотом. Такое достатково складанное життя, лишь сам он стверджал, что он ни об чым не шкадует, потому что не глядячи на тиск оккупантов, он пронес про все свое життя любовь до родного слова. Живе Беларусь!